Всем привет, дорогие подписчики! Ну что, я обещал снять вам обзор на свой автомобиль, ласточку, так сказать, Mazda Titan. Это у нас Mazda Titan 91 года выпуска, двухкабинник, кузов называется WG-FAT, то есть WG-FAT, как бы на табличке так написан кузов. Известный японский производитель Mazda славится не только выпуском своих легковых автомобилей, но и также некоторых грузовых моделей грузоподъемностью до 4 тонн. Вот одним из таких грузовых автомобилей это является Mazda Titan. Вообще история егошняя начинается представлена в 1971 году. Вот, тогда данный автомобиль служил заменой устаревшей модели E2000. Вот эти автомобили были у нас выпускались с 2,5 силовыми установками, 2,5 объема, то есть также 2,7 и 3,7. Вот. По мощности они были 80 лошадиных сил, и, по-моему, последний 3,7, который литра, он был 100 лошадиных сил. В 80-м году стартовало производство второй генерации. Это у нас поколение унаследованного ряд доработок, проведенных для второго поколения в 1977 году. То есть гамма установленных силовых установок пополнилась еще новым двигателем марки ZB. То есть это у нас был дизельный тоже двигатель, вот, но он уже был шестицилиндровый. Вот эти вот модели, все, которые распространенные, они практически все были 4-цилиндровые. И вот этот вот ZB вышел 6-цилиндровый движок. Потом у нас в 1988 году как раз таки выпустилась модель третье поколение, вот, Mazda. Это у нас обновленная модель. Оснащалась она новой грузовой платформой, специальные выемки уже имеющиеся в боковых стеклах. Вот они, получается, выемки эти. Надо показать. Вот уже выемка пошла, то есть для улучшенной обзорности и для зеркал и все такое. Потом, в общем, вот это третье поколение Mazda Titan, оно у нас уже конкретно они начали изменять этот кузов. То есть что тут изменилось у них? Полностью изменилась решетка радиатора, появились у нас сдвоенные фары, также у него получается появилась вот это вот, сейчас покажу, появилась у него вот эта выемка для улучшенной обзорности водительской стороны, то есть и получается той стороны, то есть уже хорошо видно стало зеркала, и обзорность лучше стала. Вот. Также что еще? Также они начали выпускать вот эту вот модель в нескольких вариациях кузова. Это у нас была стандартная комплектация, стандартный кузов, это вот как вот этот вот коротыш, да? Они были разные, то есть двухкабинник, однокабинник, большим, то есть бортом. Также они по грузоподъемности все было 1,5-2 тонны, но вот у них появилась первая вариация в третьем поколении, как двухкабинка. Раньше они не выпускали такие марки, такие модели. Вот, что еще у него там появилось? Разные, получается, то есть была версия у него Long, еще, это у нас более длинный кузов, более длинная база, вот. И 4-тонка, это уже, по-моему, супер лонг у них была такая комплектация кузова, вот. Подвеска на всех у них рессорная, подвеска у них у всех рессорная получается, тормозная система барабанная, везде спереди и сзади.
Спереди тоже у нас рессоры. Что там еще у него? Ну и получается у него зависимая передняя подвеска. То есть идет балка конкретно, сзади просто мост. За счет этого как бы она более-менее простая подвеска. Вот. В 1994 году нормы выбросов были как бы ужесточены, и в связи с этим производитель начал устанавливать на автомобиле новые силовые установки марки 4HF1 и 4HG1. Все эти силовые установки были представлены компанией Isuzu. Компания Isuzu во многом совпадает с историей развития дизельных двигателей в Японии. Именно дизели можно назвать визитной карточкой Isuzu. Свое нынешнее название Isuzu Motor Limited компания получила в 1949 году. В 1950 году в Isuzu разработали первый в Японии дизельный двигатель. В том, что касалось дизелей, Isuzu во многом была первопроходцем. В 1971 году Isuzu заключила соглашение с General Motors, продав американцам 35% своих акций. В настоящее время Isuzu успешно разрабатывает дизельные двигатели с улучшенными экологическими параметрами. В соответствии с соглашением, достигнутым между Isuzu и General Motors, Isuzu активно работает над дизельными двигателями, выполняя в группе JM роль эксперта в этой области. Здесь уже получается в этих годах, в 1994 году, они уже как бы свой тандем с Isuzu начали как бы вести вместе. Как бы много чего я знаю, Isuzu Elf модели, да, они более-менее похожи даже по кузовам, что-то заимствовала Mazda у них, что-то они у них получается, и как бы сообща они создавали свои автомобили, они практически были копии. Что касается двигателей, то на эти автомобили как бы устанавливались у нас силовые установки марка SL, это у нас 3,5 литра объем. Была рядная четверка, 4-цилиндровый двигатель. По лошадиным силам было вроде бы на ней 105. Далее, как на моем автомобиле, конкретно модель двигателя HA, это у нас неприхотливый движок, очень хороший, выносливый, мощный, надежный. Но один недостаток у него, он по сравнению с SL и с другими движками более шумный. Все остальное как бы он перекрывает, все своими плюсами, остальное он как бы перекрывает. Также у него очень как бы по сравнению с другими двигателями самые дешевые запчасти. Что еще у нас получается? По запчастям вообще как бы грузовые такие автомобили, как вот таких годов, 91 год, да, это уже старенькие машины, на которых уже с запчастями большие проблемы на самом деле. Даже сейчас как бы что-то найти, то есть затрудняюсь. Даже какой-то там резиновый, допустим, переходник на воздухозаборник, я как бы гофры летом хотел заказать с Владика, смотрел как бы, во-первых, ценники конские, какой-то патрубок там, он стоит почти что около 5000 рублей. И я не стал заморачиваться, я как бы все сам его сделал из куска большой пластиковой трубы и какую-то гофрочку поехал, купил там от чего-то, от газели там, от чего-то, я как бы его примострячил сюда, все работает. Что еще у нас? Ознакомимся с этой машиной конкретно. Хватит истории, как бы, можно и конкретно хочу рассказать за этот автомобиль. Плюсы какие у машины? В первую очередь, это у него, в принципе, небольшое потребление топлива. Кушают они все от 10 до 15 литров. Для грузовика это, в принципе, как бы нормально. Потом, выносливость этого грузовика. То есть, в принципе, он как бы может спокойно 2 тонны тянуть, и ему как бы без разницы. Он не чувствует ее, в принципе. Он рассчитан на более какие-то большие тоннажи. Двигателя у них с запасиком с большим. И сама рама у него очень крепкая. За это его как бы и полюбили, эту модель, и в Японии, и в России. Также он на Европу у нас продавался. То есть. В общем, вот так вот он выглядит внешне. Бампер уже у него не родной. Вот этот вот получается, это у него
поставили от Кроуна, по-моему, 150 какого-то Кроуна. Вот. Поставили его из-за туманок, потому что родные туманки не нашли. Родные у него квадратные, здесь туманки в бампере встроенные. Ну и как бы не стали заморачиваться, вот был такой бампер, его примострячили. Вот, что еще? Вот такой вот Mazda Titan, Tanos. Что еще у нас? Вот тут сдвоенные фары. Вот самая такая болячка у автомобиля, это у них ломается часто гитара. Гитару эту заказывать больших денег она стоит, от 9 до 15 тысяч рублей. Вот. В общем, никто не заморачивается, никто ее не меняет. Берут, как бы ставят обычную релюшку и переделывают все как бы под российскую систему. Ну, то есть я вообще как бы сейчас не заморачиваюсь, у меня она не работает, переключение дальнего, ближнего, я езжу на ближнем. Вот. Что еще у нас тут получается? Вот такая вот у него просторная кабинка. Вот. Можно лавочку эту поднимать. Вот она поднимается, ну там под ней, как обычно всегда. Домкрат у меня там, все такое. Вот что плохо, что на этой машине нет никаких рундуков, и поэтому весь бутер, все что необходимо, приходится под сидушкой возить. Но я, наверное, как бы со временем займусь, я ему сделаю какой-нибудь ящик конкретно в кузове. Ну, да, она отнимет место, но посмотрим, может вообще на крыше сделаю какой-то багажник и буду туда весь бутер складывать. Вот, есть такая у меня мысля. Что еще получается? Кабина просторная, в принципе туда можно 7 человек спокойно посадить. Бак у него на 90 литров солярки. Это у него выхлопная труба такая у него прямоточная. Сзади у него двухскатные колеса грузовые. Вот 205/70 R14. Вот тут у меня протектор елочка. В принципе нормально гребут, мне нравится. Вот спереди резину надо менять. Купили уже как бы так, один баллон вот этот я поменял, так чисто доездить. Но надо новую купить, со временем приобрету, скорее всего. Также хочу, у меня в планах его покрасить. Покраска, ну, страдает маленько, конечно. Ржавчина есть, и все, сейчас надо раскошелиться, его покрасить нормально. Как бы так. Что еще? Ну, вот с этой стороны обойдем, посмотрим. С этой стороны, в принципе, как бы здесь вот тоже вот шпатля. Надо ее делать, красить. По передним колесам у него радиалка такая вот. Марка у него 6.50 R16 LT-шка. Вот. Такая резина. Здесь баллон более-менее. Ну, тоже, по идее, менять надо. Еще такая особенность автомобиля, что у него получается 24-вольтовая бортовая система. Тоже очень неудобно с одной стороны. Ну, вроде бы как бы он все запитывает, все мощно, как бы, да, и стартер хорошо крутит, и все, это да. Но, чтобы подцепить мафон, допустим, или какую-то систему сигнализации установить, то приходится устанавливать этот, как он называется-то, инвертор, да, переход с 24 на 12 вольтовую линию. Вот у меня вот этот инвертор, он установлен. И минус инвертора в том, что он как бы, даже когда машина, ну, зажигание потушено, она высасывает аккумуляторы. Я для этого как бы установил камазовский пускатель массы, вот он у меня установлен. Вот. И сделал кнопку дистанционную, чтобы можно было его запускать вот отсюда, вот допустим, вот, все.
И в принципе у меня сейчас нормально, аккумуляторы не высасывают. Я прихожу, завожусь. Также минус автомобиля в том, что, допустим, при морозе, такому же, когда на улице машина по осени стоит, если свечи накала мертвые, то вообще никак не заведешь ты машину. То есть надо, чтобы свечи накала все были всегда в рабочем состоянии. Я вот у себя 2 менял. Сейчас, чуть попозже покажу двигатель. Сейчас подыму. Вот. А так по салончику все вот так вот. Салон у него суперовый, в принципе. Полусупер, да. Кнопочки спереди, стеклоподъемники у него есть. Допустим. Сейчас у меня там утепление. Второе стекло, поэтому не ездит. Вот, что еще тут получается? Ручку АКПП я вот такую вот купил, поставил. Тут колхозная была. Это у него печка. 4 состояния. Может 4 скорости крутить. Что тут еще? Часы вот здесь у него. Свечи накала. Это у него поворотники здесь. С этой стороны. Все удобно как бы. Вот это у него рычаг, можно пониженную и повышенную включать. Когда я включаю в Power, он начинает на понижайке очень хорошо как бы ехать. Даже с 2 тоннами я в горку на 4 скорости спокойно подымался. Двигатель очень тяговитый, тракторный, мощный. Солярку переваривает вообще любую. ТНВДшка у него практически, то есть механическая. Коробка у него 5-ступка. Что еще? Мафон вот поставили с телевизором. В принципе, качает нормально тоже. Сейчас загрузится. Торпеда. Очень эргономичная, красивая. Мне нравится. Что здесь у него еще? Сидушки вот такие передние. Это водительская одинарка. Это сдвоенная. Рычаг у него отдельно на консоли идет вот так. Вот. Все как бы работает. Магнитола есть. Что еще? Ручной тормоз у него, вот он. Так вот как бы он поднимается, опускается, все работает. Тахометр есть. Датчик температуры. Топливный, понятное дело. Спидометр. Что еще здесь? В принципе, вот по салончику как-то так. Вот. Здесь у него все просто. Лавочка стоит. Задний, получается, у него весла вот такие крутилки. Работает тоже как бы хорошо. Ремни безопасности у него есть. Потолочек вот надо перетягивать. Потолок вообще я хочу как бы салон что сделать в планах. По салону зашумить его полностью надо, вот, чтобы шумка была получше. Потому что практически ни шумки, ни утеплителя, ничего нету. Зимой в машине холодновато. Также здесь надо вторую печку поставить. Вот. В принципе, как бы вот так. Что-то еще хотел сказать по крестовины. У него в принципе нормальные, крепенькие, как бы все по ходовке там в принципе никто никогда ничего в принципе ничего не делает. Вот, говорят, они очень крепкие. Сцепление у него однодисковое, обычное. Вот. Сцепление я, кстати, менял. И проблемка у меня была по машине такая. Попарился я что-то со стартером. Стартер у них, кстати, слабое место вроде бы как. И стартер у них какой-то индивидуальный на этих Маздах. Допустим, он заточен у них под конкретный венец. Если венец с шестеренкой не совпадает, шестеренки тоже у них этих моделей
вариаций было куча. То есть вроде бы у них были SL-ки, которые шли с 13 зубьями. Были SL-ки, которые шли с 12 зубьями. Все по-разному как-то, все модели, от поколения к поколению все менялось. И стартеры тоже на разборке берешь, ты не знаешь, с какого оно поколения. И можно купить, допустим, с 13 зубьями, начнешь его устанавливать, а она в зацеп не пойдет. Либо начнет убивать венец. Вот сейчас я, кстати, это и покажу. В общем, когда я купил машину, на нем уже была проблема с пробуксовкой зацепа стартера. То есть то он цеплялся, то не цеплялся. Я сначала думал, что проблема в бендиксе. Вот. Поехал, как бы поменял бендикс, проблема не ушла. Он все равно начал как бы то цепляет, то не цепляет. Потом поехали в автосервис, посмотрели, что у него уже сточенный венец. Вот это вот у него вроде бы, сейчас покажу, первый венец у него. Вот этот. Это у него первый венец, который я купил с машиной. Вот. Вот она у него уже съеденная поверхность, видите, да? То есть в этой точке он и цеплялся. Конкретно стартером пытался цепануться, но уже все как бы было съедено. А съедено было по какой причине? В общем, старый владелец, он купил стартер где-то. То ли с разборки, то ли где, поставил на него. И сначала вроде бы он заводился нормально, с первого раза цеплялся, а потом через какое-то время, через месяц, она начала вот у него прокручиваться. Но он все грешил на бендикс. Так я у него машину и купил. И после этого у меня начались гломерации. То есть я купил бендикс за 3500 рублей. На него поставил. Через 2-3 дня у меня как бы бендикс ушатало. То есть опять начало прокручиваться. Я повез, думал сначала бендикс. Опять по гарантии пацанам сдал этот стартер. Говорю, ну как бы отдал за него немалые деньги. Там 3500, по-моему, у меня сам бендикс обошелся. И там душка, ремонт. Вот. Ну и как бы понятное было. С возмущениями к ним поехал. Они мне его опять как бы делают. Я его опять устанавливаю. Он опять такая же байда. Потом поехал в автосервис, посмотрел, венец уже как бы кирдык ему, думаю, ну может венец поменяю, думаю, и опять поставлю стартер, и все как бы нормально заработает. Опять купил я венец за 8000, уже вот этот венец я купил. Поставили, дня 2-3 поездил, опять начало венец у меня сжирать. И короче сожрала у меня опять венец, вот он. Заточила эти зубья. Ладно, думаю, что, сдаю в ремонт уже в следующем, как бы в следующий автосервис стартер. Они говорят, что зубья как бы у него 13, а должно быть 12. Вот, поменяли вроде бы шестеренку. Опять пришлось мне поехать купить новый венец, уже другой, вот третий, который на нем стоит. Опять 8000 отдал. И после этого как бы все заработало. Все нормально стало. Заодно поменял я диск сцепления. Хотя этот диск сцепления нормальный, вот это родной, который на нем стоял, когда я с машиной купил. Но я поставил на него вот такой Exedi. Японский диск, хороший, новый. Все. Сейчас он у меня на нем ездит. Притерся уже, все хорошо. Вот. Как бы так. Что еще? Ну, сейчас двигатель покажу. Вот что плохо, что на этой модели, вот конкретно двухкабинка, да, на нем как бы, ну, не поднимается, понятное дело, у него кабина, и поэтому доступ до двигателя очень не очень как бы неудобный. Здесь что приходится делать? У него тут есть вот такая вот защелочка, ее отгинаешь, сидушку складываешь. После этого тут у него такие эти есть защелки, тоже их стягиваешь. И после этого поднимается. Здесь у него вот такая подставочка есть. Вот, все, держится. Двигатель у него вот такой. Сейчас я подсвечу.
Ну вот, как я и говорил, двигатель у него модель Аша. Вот такая вот моделька. Четырехрядная, рядная четверка. Вот, 3-литровый двигатель. Лошадиных сил, по-моему, 90 с чем-то, 90, ну, короче, сотка почти. Вот. Что тут у нас еще? Там он у него фильтр стоит. По двигателю вроде бы все нормально. Особо он не сапунит, нигде масло не подтекает особо. Вот, все как на обычных дизелях. Вот у него две свечки я уже поменял у него. Вот они у него свечи накала. Вот они. Их я поменял. Две штуки. Те вроде бы как рабочие были. Вот она свеча накала. Вот она. Идет провод к ней. Ну вот. Масло поменял я. Сразу залил на него ЗИГ 10В40. Вроде бы нормально пока что. Ну как бы все равно менять буду со временем на японское какое-нибудь масло. Пусть пока на нем поездит, все это промоется, и оно у меня сейчас как роль промывочного масла играет. Потому что оно как бы не особо дорогое, поэтому я его взял. Ну и на первое время все равно эту жижу надо было менять. Езжу я на нем практически мало. Вот тут даже наклеечки какие-то вот есть. Вот. Японская. Двигатель Аша. 2.977. Это у него объем. 630. Это, я так понимаю, оборотов. Вот. Что еще здесь? Вот еще какая-то японская наклейка с обозначениями от концерна Mazda. Типа масло каждые 10 тысяч километров надо менять. 40 тысяч что-то тут еще надо менять. Тут все по-китайски, по-японски ничего не понятно, в общем. Масло вот у него, рекомендации по маслу SAE 20V20, SAE 30, SAE 10V30. Вот, кстати, 10V30 я и залил. Да, 10V30 я залил, по-моему. Вот. АТФ-ка М3 заливается в Карабас. Ну, как бы что-то здесь все равно написано. Вот, АТФ Декстрон 2. В общем, это, видать, у него на модели с автоматической, что ли, коробкой передач. Вот. Модификации были у него очень разные. Были длинные базы, как я говорю, супер лонг. Лонг обычная длинная база. Супер лонг 4-тонка это у него получается. Что еще? Выдовые машины были. Вариации кузовов разные. Будки были. Рефрижераторы были. Потом вот такие двухкабинки. Обычные грузовики. Мебельные будки они выпускали. Что еще? Даже были манипуляторы и самосвальные установки. Вот. В общем, эта машина заслужила как бы любовь в Японии большую. Все ее любят. В России тоже ее очень сильно полюбили за свою выносливость и очень вкусную цену. То есть по конкуренции она намного дешевле, чем какой-нибудь там взять Кантер, либо купить какой-нибудь Исуцу. Те же самые, что у нас еще есть там, Nissan, допустим. И эта машина, она как бы по конкурентоспособности, можно сказать, их делает по параметрам, по грузоподъемности и по всем остальным параметрам. Так что Маздочка, вот эта вот модель, она как бы, кто-то ее оценил, кто-то ее недооценил. Вот так вот, в принципе. Я до этого как бы и не думал ее покупать. Я даже не знал, если честно, что такая машина, она в принципе как бы есть. Это я просто чисто случайно начал как-то, в общем-то, была у меня мечта купить грузовик.
И что-то начал в июле я смотреть объявления различные, и по ценнику у меня было вообще мало, то есть у меня было на руках всего 300 тысяч рублей, и на эти 300 тысяч рублей я начал что-то подбирать. И смотрю такое объявление. В общем, продается, цена 350 тысяч рублей, по состоянию так посмотрел, вообще понравился, как бы по фотографиям. Человек как бы его маленечко тюнинганул, ну видно, что фонари поставил вот эти вот даже верхние. Вот, все как бы дудки, все смотрю, более-менее такая машина и состояние нормальное. По сравнению с тем, что я за 350 смотрел всякие Ниссаны, Атласы там, они просто ушатанные, им просто, они конченые машины конкретно. На них ездить как бы невозможно. Здесь нормальный вариант, смотрю, все как бы, ну подкрасить его там, это уже понятно, 91-го года машина. А по машине вообще в принципе вот этот типок, который мне ее продал, он говорит, что типа до него ездил вообще дед. И в принципе, ну наверное все так говорят, но возможно, что и так, возможно, что он просто стоял. Ну вроде бы как дед умер и машина как бы это самое. Ну, не нужна стала. Он ее купил, получается, не очень дорого. И по своим жизненным обстоятельствам начал ее продавать. Ну, ремонт надо было в доме делать. Это все как бы правда, я знаю. И, в принципе, я у него ее купил. Не было у меня 50 тысяч рублей, я занял у знакомой своей 50 тысяч рублей и купил этот автомобиль. Ну, о чем как бы и не жалею. В принципе, мне машина нравится. Очень сильно он меня выручил летом. Возил я вот для строительства этого гаража материалы какие-то, что-то где-то, мусор вывести, дрова привезти себе домой. В частном доме я живу все-таки, да. Вообще незаменимая штука. Мне вообще очень нравится. Что еще? Ну, в общем-то, больше мне рассказать о нем нечего. У кого как бы возможности есть. Подворачивается такой автомобиль типа Mazda Titan в хорошем состоянии. Берите. Берите без проблем. То есть он вам поможет. Вообще это рабочая лошадка, которая, если она в хорошем состоянии, она вам здорово поможет. Как бы так. Ну вот так выглядит он сзади. Здесь у него запаска вот такая вот на задние колеса получается. Передняя запаска у него здесь находится сбоку. Вот. Это борта уже сами делали, наращивали. Что еще? Недавно вот я брызговики делал. Есть видео. Установили сюда вот такие вот фонари заднего хода. Светят довольно-таки неплохо тоже. Вот. Ну что еще? Борта у него все открываются абсолютно. Сейчас покажу. Вот, борта у него открываются абсолютно все. Сначала вот этот вот фиксатор. Заднюю бортину открываешь. И вот здесь у него уже вот такая вот выжимная ручка. Все, после этого борт откидывается. Вот такая платформа получается. По платформе размеры у него габариты 2,10 и ширина примерно так, ну 158, метр 58, да? В принципе нормально, мне хватает что-то возить. Все борта полностью можно открыть для более удобной какой-то выгрузки-разгрузки. Вращается на такую платформу. Все, грузи, что хочешь, как бы так. Ну, металл вот этот уже у него, видать, меняли. Вот. Летом я его подкрашивал, но опять уже ржавчина. В планах у меня что сделать? В планах у меня обшить его алюминиевым листом. Вот, это будет самый лучший вариант, на мой взгляд. Ну и посмотрим, может быть сделаю
Вот. Может быть, сделаю, вот такая у меня платформа получается. Со временем, может быть, сделаю какую-то такую стоечку и какой-то тент, чтобы вешать можно было. Потому что как бы мне тоже надо будет летом когда-то буду ездить, материал какой-то возить, там, ну, оборудование, да, может быть генератор, если мы чем-то будем заниматься. Ну, в общем, тент мне будет нужен все равно. Такая вот машинка интересная. Завтра я выгоню его, попробую показать, на ходу идет. Как бы так. Шумновато, конечно, ну там прямоток, потому что поэтому так работает. Сейчас маленечко подогрелся. Заводится с полтыка. Я мощь и скорость обожаю просто с детства. Я по дорогам мчусь и в слякоть, и в пургу. Мне звук мотора завораживает сердце. И без машины жить я просто не могу. Опять сажусь в свое я транспортное средство. Педаль до пола, стольник с места, мысли прочь. И вот летит душа куда-то в поднебесье, по автостраде, уходящей в ночь. Теплый ветер, мокрый асфальт, день прошедший уносится вдаль по пустой автостраде ночной. Снова я на дороге один, тускло светят фары машин, растворяясь в шорохе шин. Мой мотор мчит меня, унося проблемы дня. На дороге пустой только я, за рулем душа моя. На дороге только я, только вот никак обогнать себя не сумею я. За рулем душа моя, на дороге только я. Только знаю я, не дорога это, а жизнь моя. Я опять в себя погружен, будто сплю и вижу я сон.
словно крутит прожитый день магнитофон. И цветные картинки забот скорость бешено прочь унесет. Только вот от себя вряд ли спасет. Мне глаза смотрят вслед, в них жалости нет. Только ночь дарит мне звездный свет. За рулем душа моя, на дороге только я. Только вот никак обогнать себя не сумею я. Пришли вы, да, когда мы это коньяк пили. И у меня язык вообще тут. Скажу только про японцев сразу. Есть хорошо и отлично. Хорошо это пробеговые, скажем так, автомобили грузовые. А отлично это новые. Я не советую там всем как бы бросить русскую машину, схватиться, сесть и ездить только на японке. Любой рефрижератор, сделанный на базе газели и бычка, начинается с того, что шасси российское, а аппаратура какая-нибудь итальянская, испанская. На нем написано КАМАЗ, а автовышка, как правило, это Тадана, Аичи, опять же японский производитель. То, что есть у людей сомнения за какие-то там ресурсы двигателей, ходовых частей, ну, Газель не выезжает в Японию строить свои заводы, Тойота выезжает. Какая разница, где руль? Главное то, что там под рулем двигатель, ходовая часть. Это просто металл. Потому что даже к нам на зеленый угол привезти новую Газель, вот поставить ее рядом с этими Кантерами, Исузами, Тойотами, просто чтобы она постояла, вот лето наше гнилое, туманное, сырое. И вот будет анализ. Из плохого это то, что у нас правительство нас не поддерживает. Нас это не тех, кто продает, а тот, кто хочет ездить на качественном автомобиле. И все время происходит какое-то либо удорожание процесса в виде справок, задирания пошлин. С 1 мая пошлины на грузовики выросли где-то в 2,5-3 раза. Если там считает кто-то у нас в стране, что они отъездили свое, его надо там порезать и попилить, это абсурд, потому что рядом с нами, а мы там в этом ряду самые последние, покупают весь мир. Африка, Новая Зеландия. Ну, нету плохих автомобилей в Японии. Нету. А сломать можно все. Все-таки Isuzu и Mitsubishi отличаются, очень удобные. С 91 года я эксплуатирую японские машины. Если сейчас страна поставит перед фактом меня, что надо сесть на Москвич или Жигули, я буду ходить пешком.